Все, да? Так, вы экран смотрите потом, да? Да, готово? Угу. Здравствуйте, уважаемые преподаватели, учителя технологий, педагоги дополнительного образования. Мы рады вас приветствовать на заседании Республиканского методического объединения учителей технологии. И сегодня у нас будет два вопроса. Это нормативное учебно-методическое обеспечение предметной области технологии. Об этом расскажу я, Новикова Наталья Николаевна. И второй вопрос будет посвящен ситуации успеха как фактора формирования трудовых ценностей у школьников. С ним вас познакомит Матвеенко Нина Ивановна, старший преподаватель Сыктывкарского университета имени Петерима Сорокина. Ну, давайте приступим к первому вопросу. Итак, нормативное учебно-методическое обеспечение предметной области технологии. Вы все прекрасно знаете, что на сегодняшний день реализуется модернизация всей системы образования, в том числе и общего образования, и предмет технология находится в настоящее время в приоритете. Если мы посмотрим на данную схему, мы увидим, что нормативной базой представлены для создания рабочих программ по любому предмету, в том числе и по предмету технология, является Конституция Российской Федерации, Федеральный закон об образовании в Российской Федерации, концепция преподавания учебного предмета технология, федеральные государственные образовательные стандарты на всех уровнях образования, дополнительного, начального, основного, среднего, федеральные основные образовательные программы, примерные, и далее строятся рабочие программы по учебным предметам, которые создает сам учитель. Я хотела бы остановиться на некоторых позициях, которые составляют нормативную составляющую предметной области технологии. Итак, это первый федеральный закон образования. Если мы внимательно почитаем статью 2, здесь представлены понятия, связанные с определением федеральных государственных образовательных стандартов, примерно основной образовательной программы и образовательной программы. Данные положения являются основополагающими для учителя технологии при разработке своей рабочей программы. И очень важно обратиться к этим положениям и их более конкретно прочитать. Дальше. Федеральный закон образования в статье 12 также говорит, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, разрабатывают образовательные программы в соответствии с ФГОС и учетом соответствующих примерных основных программ. То есть при составлении программы технологии необходимо внимательно прочитать ФГОС и примерную основную программу. Это сказано в Федеральном законе образования. Второй документ, который очень важен при работе учителя технологии, это концепция преподавания учебного предмета технология. Данная концепция была размещена в сети интернет, она обсуждалась, причем очень активно, и в конце 2018 года она была принята. После того, как была принята данная концепция, многие учителя технологии стали задумываться о том, как изменится предмет. Я хотела бы отметить, что концепция не является тем нормативным документом, который четко определяет программу. Это только направление развития предмета. И здесь представлены те целеполагающие принципы, цели, задачи предметной области технологии. Но, тем не менее, каждый учитель должен познакомиться с данным документом для того, чтобы понять, какие сегодня государство видит направления в развитии предметной области технологии. В концепции определяется, что цель технологического образования – это формирование технологической грамотности, критического и креативного мышления и глобальных компетенций. Если мы посмотрим, цель достаточно обтекающая, здесь нет четких формулировок, поэтому все остальное прописано в основных положениях и задачах. В задаче определяется, что модернизация содержания методик технологий преподавания технология. Это является ее материальное, техническое и кадровое обеспечение, изучение элементов таких традиционных, как
как традиционных, так и перспективных направлений. И когда говорят, что концепция нацелена только на новые нанотехнологии, биотехнологии, мы можем обратиться вот к этой позиции, что традиционные технологии также остаются в содержании предметной области технологий. Для достижения цели определены задачи. Первое – это изменение статуса предметной области технологий с ключевой ролью в обеспечении и связи с фундаментального знания. Дальше это формирование обучающейся культуры проектно-исследовательской деятельности, а также создание системы преемственно-технологического образования на всех уровнях общего образования, начиная с дошкольного, заканчивая средним образованием. В концепции выделяется три ключевые компетенции, три ключевые направления, о которых мы должны с вами знать и всегда говорить. Это теория, которая включает современные традиционные технологии. И здесь на уроках технологии определенную часть учитель выделяет данному направлению. К сожалению, многие учителя сейчас сетуют на то, что теоретического материала стало очень много, и дети мало работают руками. Но здесь учитель может работать таким образом, что какую-то часть теоретического материала, который предполагается рабочей программой или авторской, можно выносить на изучение, на домашнюю работу. И, в принципе, в этом случае сохраняется практическая деятельность. Практика включает трудовое воспитание и формирование трудовых навыков. Ну и третье – это профориентация, которая включает в себя профессиональные пробы. На уроках технологий мы не только должны говорить о профессиях, мы должны предоставлять возможность учащемуся совершать вот эти профессиональные пробы тех профессий, которые актуальны в данном населенном пункте, в данном регионе, в частности в нашей республике. Но и изучая концепцию, можно сказать, что есть такие разночтения. Но на самом деле при изучении различных технологий выделены технологии здорового сбережения и природоподобные технологии. Данное направление рассматривается в процессе всего изучения, не только на одной теме, и это учителю нужно учитывать. Дальше ведущей формой учебной деятельности является проектная деятельность в полном цикле от выделения проблемы до внедрения результатов. И об этом мы всегда думаем, и это не нововведение концепции. Проекты, учащиеся еще с 90-х годов, выполняют в предметной области технологии. И у каждого учителя уже на сегодняшний день накоплен достаточно большой опыт по проведению и организации проектной деятельности. Третья позиция, которая указана в концепции, это интеграция ИКТ в учебный предмет технология. И многие учителя технологии сетуют на то, что технологии скоро уберут и будет сплошная информатика. На самом деле авторы учебников рассматривают информационно-коммуникационные технологии как средство обучения технологий, а не как изучение информационных технологий. Но мы в концепции видим, что написано: учитель информации может обеспечивать преподавание ИКТ. Такая формулировка есть, но она не обязательна. Четвертая позиция, которая тоже иногда вызывает недоумение, это то, что оценивать результаты проектной деятельности должны известные изобретатели, ученые, бизнесмены. Понятно, что сложно на защиту проекта в 5-9 классе пригласить известных изобретателей, ученых, особенно в сельской местности. Это рекомендательный характер, не обязательный. Возможно, такие условия могут быть созданы в больших крупных городах. И пятое – это то, что в концепции указано, что при преподавании предметной области технологий необходимо использовать ресурсы организации дополнительного образования, центров технологической поддержки, такие как детские парки, кванториумы и так далее. Но, конечно же, опять же, в сельской местности нет таких центров, и, к сожалению, дети в поселках и в селах нашей республики лишены лишены заниматься теми высокими технологиями, которые представляют центры технологической поддержки.
Следующее, на чем я хотела бы обратить свое внимание, это федеральный государственный образовательный стандарт, который включает результаты освоения основной общеобразовательной программы, определяет структуру данной программы и условия реализации. Мы с вами работаем по стандарту, принятому в 2010 году. И я думаю, что каждый учитель технологии прекрасно знает, что выделены требования к результатам, которые включают личностные, метапредметные и предметные. И мы должны с вами понимать, что предмет технологии является метапредметным предметом, который позволяет формировать все регулятивные, познавательные и коммуникативные навыки и результаты. Они как раз формируются в процессе проектной деятельности. Личностные, мы тоже понимаем, что на каждом уроке технологии мы формируем данные навыки и должны работать над этим. Что касается примерной основной общеобразовательной программы, вот это является документом, который имеет рекомендательный характер и детально раскрывает обязательную часть содержания обучения, а также параметры качества усвоения учебного материала по конкретному предмету. То есть то, что в общей форме заложено в ФГОСе, примерно основные программы у нас это раскрывает. А если мы посмотрим примерную программу по технологии, там выделяется 3 основных блока. Это современные материально-информационные гуманитарные технологии, а также перспективы их развития, формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления и построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. В примерной программе четко выделено содержание каждого вот этого блока. Первый блок включает 7 позиций, таких как технологический процесс, технологическая система, виды технологий и другие. Второй блок у нас включает, он связан с проектной деятельностью. Здесь учащийся изучает виды проектов, сборку моделей, моделирование и разработку проектов. И третий позволяет учащимся изучать предприятия региона, систему профильного обучения и как раз здесь выделены профессиональные пробы. Вот то, о чем говорилось в концепции развития технологического образования. То есть мы видим единую линию и в концепции, и в примерно основной образовательной программе, и полагается, что это будет реализовываться на уроках технологий. Примерно основная образовательная программа является основой для разработки рабочих программ учебных предметов, а также авторских программ учебных предметов. То есть это те программы, которые разработали авторы учебников. Если мы посмотрим письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 года, то мы увидим, что авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с требованием ФГОС и учетом примерных основных общеобразовательных программ, могут рассматриваться как рабочие, то есть учитель может взять их за основу. Решение возможности их использования в структуре основной образовательной программы принимается на уровне образовательной организации, то есть каждая организация решает, какая рабочая программа будет представлена в той или иной школе. Сейчас я хотела немножко остановиться на учебниках. Все мы прекрасно знаем, что до сегодняшнего дня учителя технологий могли использовать различные учебники. Это учебник технологии под редакцией Казакевича-Молевой, под редакцией Синицы и под редакцией Сасовой. В настоящее время представлено только один учебник. Это учебник технологии под редакцией Казакевича. Он разработан с 5 по 9 классы. Данные учебники не имеют гендерного подхода, то есть не разделяются на обучение на девочек и на мальчиков. Хотя если вы откроете учебники, вы увидите, что разделы позволяют обучать как девочек, так и мальчиков. В соответствии с
на основе этих учебников разработана рабочая программа. Данная рабочая программа находится на сайте просвещения, также она находится и в открытом доступе. Всем учителям будет представлена возможность посмотреть данную программу, она будет находиться в материалах Республиканского методического объединения. Вот сейчас я хотела вам показать содержание учебника «Технология» в 5 классе. Здесь мы можем видеть те разделы, которые как раз включают. Это и производство, и технологии, и техника, свойства материалов, животный мир в техносфере и так далее. То есть это те как раз разделы, которые прописаны в примерно основной программе. Да, кстати, хочу сказать, почему именно этот учебник вошел в перечень. Потому что по результатам экспертизы только данные учебники соответствуют полностью федеральным стандартам и примерной основной программы. В остальных учебниках не было выделено те основные положения, которые представлены в нормативных документах. Но здесь мы видим фрагмент учебника, 5 класс, мы видим, что учащимся предлагается теоретическая часть, практическая часть, представлен словарь, есть вопросы, проверь себя и попробуйте обосновать ответ. То есть учебник представлен в таком диалогическом формате. Также каждый раздел имеет такую составляющую, как кабинет и мастерская. И здесь представлена краткая практическая работа. Вот как раз здесь мы видим, что учащимся предлагается выполнить ту или иную работу. Конечно же, она не такая объемная, как это было в других учебниках, но, как говорили авторы, представляли, в ближайшее время готовится практикум по работе в мастерских, и там уже будет более подробно представлены технологические процессы, описаны те объекты труда, которые могут предлагаться на уроках технологии. И когда у нас была встреча с авторами, они сказали, что изначально практической работе было представлено достаточно большое время, но объем учебника не позволил все это разместить, поэтому было принято решение отдельно разработать практикум. Как он будет представлен или по классам, или с 5 по 9 класса, это, конечно, будет представлено издательством «Просвещение». Ну и что будет проходить дальше? Для учащихся будет, вот только что сказала, разработан практикум. Для учителей будет разработаны пособия по разделам индустриальные технологии и информационные, а также социальные технологии. То есть эти разделы вызывают трудности у учителей технологий, поэтому авторы учебников особенно обращают на это внимание. Я думаю, что к следующему учебному году эти учебно-методические материалы будут подготовлены, и уже мы увидим полную картину того, как авторы учебников предлагают и реализовывают предметную область технологии в образовательных школах. Я хотела бы отметить, что данная презентация была представлена на совещании руководителей республиканских методических объединений в городе Москве, и ее представлял ведущий методист редакции технологического образования для школ издательства «Просвещение». Я рада, что сегодня вы познакомились с этим материалом. Данная презентация будет размещена на сайте Института развития. Вы можете задать все вопросы, которые вас интересуют. И я думаю, что в режиме офлайна я постараюсь вам ответить. Все, да? Второй вопрос можно, да? Ну и сейчас я предлагаю рассказать о ситуации успеха как фактора формирования трудовых ценностей Нину Ивановну. Пожалуйста, Нина Ивановна, вам слово. Меняемся местами? Да, я ухожу. Потом закончите. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы с вами продолжим
узнавать то, каким образом можно повысить свою эффективность в работе со школьниками. И конкретно мы рассмотрим, как создать ситуацию успеха для каждого школьника, как необходимый фактор для того, чтобы труд оценивался в нашем молодом поколении более высоко. Мы с вами рассмотрим актуальность создания. Я хотела бы обратить еще раз внимание, почему я взяла именно этот вопрос. Потому что на первый взгляд мы все знаем об этом, но когда мы проводили свое научное исследование, оказывается, что учителя не акцентируют внимание на успешности, не используют те методические материалы, которые до этого времени были уже разработаны, и они ушли на второй план. И поэтому все это было сделано очень стихийно. Также я хотела ознакомить вас, как же все-таки успех и неуспех влияет на трудовую деятельность школьников, что показали конкретные факты и наши научные подведения итогов. Даем определение и как подготовить ситуацию успеха для каждого школьника, а также методы и средства применения ситуации успеха. Основная цель создания ситуации успеха – это формирование трудовых ценностных ориентаций и повышение статуса предмета, что очень актуально в данный период развития нашего образования именно в этой области. Мы немножечко дам несколько таких вот выборок из истории по трудовому обучению. Значит, начиналось трудовое обучение, и цель была подготовка молодого поколения к трудовой жизни. Все очень просто, начиная с научных исследований и каких-то рекомендаций еще Крупской Надежды Константиновны. Затем основной функцией было, это уже в Советской Республике, в Советской России, основная функция была включение школьников в созидательную, социально значимую практическую деятельность. И вот эта цель, эта функция, она очень тесно перекликается с теми с функциями и задачами, которые мы рассматривали вот в первом нашем вопросе, и которая получила свои продолжения в стандарте федеральном. И мы из этого и построили основную цель нашего вебинара – это ознакомление учителей технологий к созданию ситуации успеха каждому обучающемуся с целью формирования трудовых ценностей. И автоматически, когда мы будем решать вот эту цель, будет происходить повышение статуса предмета, технологии и формирование ценностей у каждого школьника, где что найдет отражение в дальнейшем поведении каждого школьника, потому что когда мы будем говорить о сформировавшихся ценностях, то эта ценность, она будет влиять на все дальнейшее поведение. Очень важно при создании, теперь рассмотрим некоторые факторы, которые необходимо учитывать учителю технологии для того, чтобы эта успешность у школьников была. Одним из важнейших факторов, как показали вот научные теоретические исследования, это эмоциональное состояние школьника. Оказалось, что эмоциональное состояние является решающим условием успешной деятельности, потому что даже вы по себе можете вспомнить, если вы что-то делали, и это сопровождается какими-то приятными, положительными эмоциями, то это и остается. А если что-то такое получается, что вы огорчены, что были какие-то настроения, эмоции негативного характера, то, как правило, это и не хочется продолжать делать. Вот. Следующее.
Следующий важный момент, на который надо обратить внимание, это то, что обнаружилась зависимость успешности деятельности от состояния ученика. И высокоэффективный труд возможен лишь там, если он приносит человеку радость и удовлетворение. Поэтому мы все об этом знали, это такая истина, но тем не менее, когда вы планируете свою рабочую программу, вам нужно где-то для себя отметить вот эту эмоциональную составляющую и как эту эмоциональную составляющую вы будете реализовать. Мы в процессе нашего вебинара также будем об этом обращать на это внимание. Теперь просмотрим, что же такое неуспех, для того, чтобы мы точно для себя определили, что мы будем получать в результате успешной деятельности и что мы будем получать в результате неуспешной деятельности. Неуспех – это всегда то, что что-то не получается. И он сопровождается как раз тоже определенным эмоциональным состоянием, это ощущением беспомощности. Это состояние наступает в тех случаях, когда у школьника не было хорошего предшествующего опыта при решении каких-то трудовых задач. То есть он пытался что-то сделать, у него не получилось. Или был какой-то материал неподходящий, или какие-то инструменты, нехватка каких-то инструментов, которые необходимы были именно для решения того задания трудового, которое он решил для себя сделать. Далее неуспех наступает, если есть недостаточный уровень потребности в поиске. Другими словами, если ребенок не заинтересован, если ему не интересно и личностно незначимо тот труд, который ему предлагается. Далее, неуспех также будет проходить в том случае, если он считает, что вот ту задачу, которую мы поставили, то задание трудовое, оно не для него, оно ему не по плечу. То есть психологическим языком он не уверен в том, что он сделает то задание, которое вы ему дали. И даже в народе есть такая поговорка, что уверенность – это 100% успеха уже. Поэтому учитель технологии при решении каких-то трудовых заданий, тогда, когда школьники обращаются к нему за консультацией и еще за чем-то для того, чтобы, допустим, проект сделать хорошо и правильно, нужно обязательно обращать внимание на то, чтобы вселить уверенность, что он обязательно справится, и в диалоговом пространстве определить те помехи, те препятствия, которые ему нужно преодолеть для успеха. Об этом мы с вами еще будем говорить далее. И последнее, что очень влияет на неуспех, это когда длительное время школьник сталкивается с ситуациями неуспеха, когда школьник старается, а успеха не наступает. И тогда подсознательно происходит формирование такой связи, что бы я ни делал, успеха все равно не будет. То есть заранее предполагаемый неуспех. Как бы это ни звучало сложно, но, наверное, и каждому когда-то приходилось с этим сталкиваться, когда вы что-то хотели сделать, и когда делали, а результативности не было. И вот в этом случае нужно будет тоже школьника изменять его отношение к себе и давать ему такие задания, которых он все-таки почувствует, что когда он старается, успех будет. Вот. И результатом такого неуспеха получается обесценивание собственной поисковой деятельности, снижается мотивация, снижается активность, и ребенок ничего не хочет делать. Ученик переходит в разряд бесперспективных, то есть если учитель технологии не будет обращать внимание на вот эти последствия неуспеха, то школьник получает ярлык неудачника, и на него машут рукой, что в данный период нам нельзя на этом останавливаться, нужно просто контролировать, как мы относимся, свое собственное отношение к школьнику и менять его.
Если ничего не будет происходить, то будет устойчиво формироваться негативизм к самому предмету. И как мы вот с вами очень хорошо отследили, когда эмоциональная составляющая, когда неуспехи в трудовой деятельности переходят уже к негативному отношению к самому предмету и к труду. Мы отследили разные научные исследования о ценностях современной молодежи на данный момент. И вот я хотела этими статистическими данными показать, что несмотря на то, что для нас всех понятно, что успех должен быть, но, как показывают вот эти ценности современной молодежи, все-таки оценивание труда-то у молодежи на низком уровне. Вот 58% ценностью у современной молодежи является любовь, затем у 49% деньги, у 46% удовольствие, более 36% справедливость и 27% карьера, даже не труд. Также статистика говорит за 2010-2017 год, это уже в нашей республике мы проводили научные исследования с 9-классниками, и у 70% школьников выявлена неготовность к трудовой деятельности и негативное или амбивалентное отношение к труду. Вот эти факты нам показывают, что большинство обучающихся все-таки имеет слабую мотивацию к труду, больше ситуаций было неуспешных в труде, с низким эмоциональным каким-то фоном, и школьники не проявляют интереса к общественно полезному труду. Причинами такого положения мы также рассмотрели не только наши исследования, но и исследования в других районах, в частности в Московской области. И по России, вот у Рубцова он собирал данные, в 2010 году 48% родителей, педагогов и управленцев указывают, что это проблемы, связанные с качеством образования. Вот, что также послужило вот тем пунктом, что мы стали этот вопрос разбирать, как все-таки быть далее. Далее, вот Центром трудовых исследований Государственного университета Высшей школы экономики в Москве установлено, что 46% респондентов ориентированы в будущем на поддержку со стороны взрослых, родителей и родственников. Это исследование Чистяковой о ценностных ориентациях молодежи. Что нам эта цифра говорит? Эта цифра говорит о том, что, опять же, школьники не ориентированы на какие-то трудовые успехи собственные, а ориентированы все-таки на поддержку со стороны взрослых, что тоже надо учитывать, и что также говорит, что и молодому поколению не хватает уверенности в собственных силах. Далее мы рассмотрели проблемы современной молодежи, которые мы изучали с 2010 по 2018 год. Значит, 58,2% старшеклассников не выбрали профессию, 50% выбор профессии не связывали со своими реальными возможностями, 50% выбор профессии не связывают с потребностями рынка, 67% не имеют представления о научных основах выбора. Ну, что также говорит о тех недостатках, которые существуют сейчас вот в нашей, может быть, какой-то практической деятельности. И эта деятельность касается также и учителей технологии, потому что если вы зададитесь целью изменить качество своей работы, то я думаю, что мы будем с вами еще встречаться и будем решать вот эти вот проблемы, потому что самим школьникам с этими проблемами не справиться, у них просто нет и знаний тех, которые вот необходимы для того, чтобы правильно, профессионально строить свою профессиональную жизнь дальнейшую.
Вот. И для того, чтобы решить эти проблемы, мы рассмотрим с вами один из факторов – это успех в трудовой деятельности. И поскольку успех всегда рождается только в ходе деятельности, только в практической работе, поэтому именно вот этот предмет, технология, именно ваша деятельность на этом предмете, она имеет решающую роль в успехе. И есть такая зависимость, что если школьник будет получать успех и достигать успеха хотя бы по одному предмету, то его уверенность в собственных силах уже будет повышаться даже на других предметах. Поэтому вот это очень важно. И в связи с этим мы с вами все знаем, что урок технологии — это пара предметов, это пара уроков. Это такой предмет, где учитель может распределить практическую деятельность школьника, где мы можем наглядно увидеть, с чего начинает школьник, и можем наглядно увидеть готовый продукт, который у него получился. То есть урок технологии нам дает видимый успех своей деятельности. Ситуация успеха, она предполагает максимальную уверенность учителя технологии. Вот для того, чтобы у самого учителя была эта уверенность, которая будет передаваться еще и школьникам в позитивном и в хорошем результате, к этому тоже нужно стремиться. Это не должно быть на самотек. В ваши рабочие планы также нужно планировать вот это создание ситуации успеха, потому что если деятельность не запланирована, то она и не будет производиться. Поэтому мы говорим о целенаправленном подборе с каждым школьником объекта труда, темы какой-то, которую он выбрал, темы проекта, материала и вот того запроса, который нужен будет школьнику. Это специальная организация условий, при которых будет создаваться эта ситуация успеха на уроках технологии или при освоении этого предмета. Это совместная аналитическая деятельность учителя и школьника. И это позиция учителя по отношению к школьнику. Позиция субъект-субъектное отношение. Если у вас в этом направлении будут какие-то вопросы, вы, пожалуйста, тоже их приготовьте, и мы в дальнейшем постараемся их разобрать. Создание ситуации успеха мотивирует и повышает активность каждого ученика. И для того, чтобы вы могли сами быть уверены в позитивном результате, и чтобы школьник обязательно пришел к этому позитивному результату, к успеху, необходимо учитывать индивидуальность каждого школьника. Если мы будем говорить о городских школах и о школах, где профориентация уже или сохранилась, или налаживается, то это, конечно, значительно проще. Потому что что значит учитывать индивидуальность школьника? Это знать его способности, это знать его психологические какие-то особенности, это знать его темперамент. И когда вы будете подбирать для школьника трудовое задание, то, естественно, нужно учитывать именно индивидуальность каждого школьника вот в этих направлениях. Далее необходимо заинтересовывать в качественном выполнении изделия, потому что бывает такое, что школьник делает, трудится, что-то там шьет или выпиливает, и потом его интерес падает. Вот. И для того, и этот интерес необходимо поддерживать. Эта поддержка, она может быть через совместный анализ произведена быть. Что получилось, что получается, что не получается, почему интерес упал. И может быть, это повышение интереса может происходить через в дальнейшем выставлении его результатов трудовых заданий, например, на выставке, на каких-то ярмарках, на каких-то родительских собраниях.
То есть подумать, а что бы могло повысить вот интерес. Есть также разные приемы для повышения интереса, мы будем еще это разбирать. Кроме того, при создании ситуации успеха необходимо контролировать эмоциональный фон, про который мы говорили уже выше, и я сейчас уже не буду очень на этом останавливаться. И очень важно, что мы определили для создания успеха, это использовать педагогическую поддержку. Педагогическая поддержка была рассмотрена еще с Макаренко. И про нее, вот когда мы посещали много уроков в городе Сыктывкаре, уроков технологии, то оказывается, она забыта, и сейчас она как-то вот ушла на второй план или совершенно не используется. Поэтому мы остановимся с вами на оказании педагогической поддержки, которая может оказать вам большую-большую помощь и как вам, так и каждому школьнику для достижения успеха. Что такое педагогическая поддержка? Она отражает особенности работы педагога с проблемами, связанными с обучением и образованием детей. Слово «поддержка» выполняет функцию сигнала. То есть здесь вы получите помощь, здесь вы в процессе и педагогическая поддержка – это процесс создания условий совместно с ребенком. Вот очень важный момент, что не только учитель должен над этим трудиться, обязательно должен трудиться и сам школьник. И когда школьник почувствует свою ответственность за свой успех, не только учитель отвечает за успех, но и сам школьник, и родители, и какие-то специалисты, которые будут участвовать в реализации проекта. Каждый отвечает за какую-то свою часть общего дела. Педагогическая поддержка предполагает заранее спланированную деятельность, которая направлена на предотвращение трудностей у школьников. И, как всегда, вот я выделила эмоциональное приятие, мы всегда с вами помним об эмоциональной составляющей на уроках технологии. Предметом педподдержки выступают. То есть в каких случаях учителю нужно оказать эту поддержку? Когда вы видите трудности в обучении, или когда вы прослеживаете стойкую неуспеваемость, когда вы видите трудности, связанные с адаптацией ребенка, что он не хочет учиться или заниматься какой-то деятельностью, или ходить в школу, или общаться со школьниками, такие вот звоночки вы почувствуете. Или трудности, связанные с выбором выполнения объекта труда или того трудового задания, которое вы даете, или той проектной деятельностью, которая выбрана. Мы с вами сейчас рассмотрим схему педагогической поддержки. То есть педагогическая поддержка, она также не происходит стихийно, а уже определена схема, по которой ее нужно будет реализовывать. Я рекомендую вот эту схему каждому распечатать и даже над своим рабочим столом, чтобы вы могли постоянно к ней обращаться, пока это не будет уже в вашем внутреннем плане при обучении ребят той или иной деятельностью. Кстати, схема педподдержки, она будет также хорошо, ее можно будет использовать и учителям начального образования, при каких-то трудовых, при обучении каким-то трудовым навыкам, и даже для себя самого, когда вы будете рефлексировать, а что не получается у меня. Значит, первый вопрос, который нужно будет задать школьнику, это как и почему возникла эта проблема. Второй вопрос, что ты хочешь, чтобы появилось в результате своих действий? Допустим, школьник выпиливает или конструирует самолет, и вы спрашиваете, почему у тебя это не получается. Возможно, и вы выйдете, или не был четко сделан чертеж, или неправильно выбраны инструменты. То есть вы конкретизируете, в чем состоит проблема у каждого школьника.
Что бы ты хотел, чтобы появилось в результате своих действий? Он скажет: я хотел вот самолет, который можно управлять. Тогда вы спрашиваете, насколько реально, чтобы ты сделал управляемый самолет, насколько ребенок может свои действия соотнести со своими умениями. И вы с ним об этом рассуждаете. И следующий вопрос, опять для того, чтобы поддержка действовала, а что можно сделать для того, чтобы осуществить, для того, чтобы вот сделать самолет управляемым? Что мешает сделать управляемый самолет? Насколько школьник разбирается в технике, насколько он сможет сделать все детали и механизмы? Если он скажет: да, я знаю вот это и вот это, вы переходите к следующему: как справиться с этой помехой, с тем, чтобы самолет был управляем. Если же он говорит о том, что я совершенно не представляю, как мне сделать самолет, которым я могу управлять, и, допустим, я не очень хорошо разбираюсь в каких-то механизмах, и вы возвращаетесь тогда, насколько реально, чтобы то задание, которое ты сам себе поставил, ты мог сделать. И вы можете вернуться: давай тогда мы сделаем что-то более простое, а для того, чтобы ты достиг именно самолета, который управляем, тебе нужно познакомиться с этим и с этим. Вот. Но мы возьмем идеальный вариант, что школьник уже примерно все какие-то части для достижения управляемого самолета он знаком, он хорошо знает физику, он знает технику, у него какие-то есть запчасти уже подобраны, и поэтому это его желание по трудовому заданию, оно реально. И в схему педподдержки, кроме вот таких вот практического анализа практических действий школьника, включены экологические вопросы, потому что мы знаем, что управляемый самолет, он помехой для каких-то экологических действий, для каких-то экологических ситуаций он не сделает никакого вреда. Но, тем не менее, проекты бывают разные, поэтому как отразится то, что школьник задумал, вот этот проект, вот это действие на других людях? Потому что бывает, что какие-то побочные материалы, которые вызывают экологические, которые будут загрязнять экологическую среду, или какие-то шумовые помехи, бывает такое, поэтому этот вопрос задается. Вот. И задается следующий вопрос для заключения: а как поступить по возможности, чтобы ситуация была лучше, чтобы не усугубить ту ситуацию, которая вот у школьника на данный момент существует. Предметом мы, по-моему, назад пошли, да? Так, это мы с вами рассмотрели. И для того, чтобы... И сейчас мы рассмотрим анализ. То есть педподдержка — это всегда анализ, как вы уже, наверное, поняли. Анализ причин успехов и неудач. Например, когда мы с вами столкнулись со случаем идеальным, как я уже говорила, что ребенок знает, что он справится со своим трудовым заданием, и вы уже переходите к конкретизации именно выполнения этого задания. Например, как ты закрепил эту деталь, правильно ли ты сделал, насколько это будет крепко и так далее. Если это с одеждой, то вопросы именно конкретизируют. Как ты предполагаешь, насколько эта ткань, которую ты выбрал для своей одежды, будет удобна, насколько она по своему составу подходит для этой одежды и так далее. Далее, анализ условий деятельности. Что мешало, что помогало,
для того, чтобы ты свое трудовое задание сделал хорошо. Что нужно, чтобы исправить вот эту деталь, которую ты закрепил плохо? Сможешь ли ты сам закрепить эту деталь по-другому? Или тебе нужна какая-то помощь? Или тебе нужна помощь специалиста? И далее идет поиск способов закрепления, вот, насколько, когда ребенок уже обратится к специалисту, допустим, или когда он уже сам исправит свою ошибку, и вы уже показываете, что вот ты был на первом этапе, у тебя было вот так, а сейчас посмотри, как у тебя получилось. И происходит осознание, и вы показываете видимый успех роста своих возможностей у каждого школьника. Таким образом будет происходить активизация школьника, активизация преодоления имеющихся неудач и при изучении собственных ошибок. Почему-то у меня назад идет. Мы это уже смотрели. Ага, вот. Положительное. Ну и мы с вами давайте к итогам пойдем. Значит, что положительное при когда мы будем поддержку учитывать и подводить каждого школьника к ситуации успеха? Прежде всего, мы получим с вами расширение мировоззрения у школьников. Это расширение межпредметных связей с другими предметами. Это реализация проекта, именно такого, какой задуман, или переход на проект, который школьник сможет сделать. Это расширение социальных связей, это учет экологичности и ответственности за то, что происходит с нашей природой, переход к экономичности изделия и презентация сделанной работы. Для того, чтобы нам интерес поддерживать, мы с вами уже говорили, необходимо или показывать на ярмарках, или на выставках, или презентировать работу, но в тех мероприятиях, которые вы будете проводить. Угу. Ну что ж, на этом мы с вами закончим рассмотрение. Да. На этом мы с вами закончим рассмотрение вот этого вопроса. Мне бы очень хотелось получить от вас обратную связь, насколько для вас это было интересным и важным. И благодарим вас всех за внимание. Материалы вебинара будут размещены на портале «Открытое образование Коми Республики» и разосланы всем членам Республиканского методического объединения учителей технологии. Спасибо всем. До свидания.